Доброе утро! Сегодня я вам расскажу, как создать брошь тюльпан. Вначале берем эскиз, рисуем его на фетре. И после того, как мы нарисовали, мы начинаем с канители. Вначале прикладываем канитель к нашему рисунку и начинаем шить стежок к стежку. Шьем мы мононитью, это по-простому леска, можно так ее назвать, но можно шить и нитками. Итак, полностью канителью мы обшили наш тюльпан. Теперь будем работать со стразовой лентой. Перед тем, как ее шить, мы ее приклеим. Аккуратно прилаживаем нашу стразовую ленту к краю канители, немножко чуть надавливаем. Теперь можно и обшить ее полностью. Для данной броши мы будем использовать чешский бисер 10 размера, зеленого цвета. Этим бисером мы будем делать ряд возле стразовой ленты. Чтобы побыстрее закончить ряд, я буду брать по 4 штуки бисера. Рассчитываю, чтобы он у меня лег аккуратно, ровно. Выхожу между вторым и третьим. Вот наша брошь обрела четкие очертания. Уже видно, где у нас лепесток. Теперь мы добавим нашей броши блеска. Будем использовать стразы, хрустальные бусины. Перед тем, как шить наши стразы, мы должны ее обязательно приклеить для надежности, для удобства. Для этого я использую клей-момент и начинаем шить. Посмотрите, какая у нас красота получается. Теперь мы будем заполнять вот эти места мелким бисером для придания объема. Заполняем хаотичным способом. Используем мононить. Нам осталось оформить изнаночную часть нашей броши. Для этого нам понадобится вот такой вот пластик для придания формы, булавка. Будем использовать два вида бисера, это зеленый и красный, и нам понадобится натуральная кожа. Аккуратно вырезаем лишний фетр, отступаем примерно 1 мм, смотрим с изнаночной стороны тоже, чтобы не отрезать наши нитки. Берем кожу, ложим нашу брошь, рисуем гелевой ручкой по контуру и отрезаем. Вот мы полностью обшили края нашей броши. Наша красота готова. Посмотрите, что у нас получилось. Вот наша изнаночная сторона. Булавку мы закрепили. И вот наша брошь готова.